сейчас вся молочная продукция идет, она у нас по маркировке через кассу. То есть если маркировка даже у нас где-то там не сканируется, мы откладываем товар, потому что мы его не можем продавать. Да, Вы так... даже у поставщиков не принимаете товар без маркировки? Ни у поставщиков, ни отпускать покупателю мы не можем. Согласно закону о защите прав потребителей, обязательная маркировка должна содержать следующую информацию: адрес и контакты производителя, наименование продукта и его свойства, масса, состав, содержание белков, жиров и углеводов, энергетическая ценность и условия для хранения, а также стандарты для производства продукта, дата изготовления и срок годности. До 2024 года вся реализуемая продукция, независимо, да, в магазинах, это там легкая промышленность, продуктовые товары, продукты, там, ну, вся розницу продукция, которая будет продаваться, уже будет маркирована. Это хотелось бы донести до наших индивидуальных предпринимателей, которые занимаются, да, реализацией продуктов. И независимо от продукции, там, одежда, обувь, шины, фотоаппараты. То есть вся продукция, которая будет реализовываться, должна быть маркированной. Что такое маркировка? По сути, обычная этикетка с QR-кодом. В ней минимальная информация, которую имеет право знать потребитель. В этом году обязательной маркировке соответствующей системы ВГИС «Меркурий» подлежат мясные продукты, замороженные полуфабрикаты, мясо птицы, яйца, рыбы, да и все морепродукты в свежем, охлажденном и замороженном виде. Вот как отследить качество того же молока, мяса? Ну, различные программы есть. Там есть уже ветеринарный надзор, есть такая федеральная программа «Меркурий». Да? Каждый человек, который реализует сельхозпродукцию, должен быть зарегистрирован в этой системе, и все эти данные проходят через эту систему «Меркурий». Конечно же, он должен, да, знать, кто производитель. Эта продукция должна проходить в соответствии там, анализы, подтверждение качества. Любой продавец согласится, важную роль играет штрих-код кодирования информации о товаре. И это было бы вполне достаточно для этого магазина, ведь на сегодняшний день подавляющее количество торговых сетей пользуются штрих-кодированием. Однако здесь этим не ограничиваются. Товар перед тем, как попадет на стол потребителю, проходит, можно сказать, двойную проверку. Вот, допустим, обычно у нас товар идет по штрих-коду. Вот я его сканирую. И видите, необходимо отсканировать код матрикс на товаре. Это вот уже QR-код надо сканировать. Поэтому мы его сканируем. Если его не будет, мы реализовать покупателю не сможем. Здесь с маркировкой все в порядке. А теперь о том, как не надо делать. Уже в этом магазине о перечисленных требованиях либо слышат впервые, либо просто игнорируют. Мясо-молочная продукция, как и вот этот законсервированный товар неизвестного происхождения, не дает гарантию, что потребитель не окажется на больничной койке с отравлением. Эта продукция уже считается сомнительной. Мы вас просим, да, снять с реализации, больше не принимать эту продукцию, не реализовывать. Либо исправить. Да, без маркировки, соответственно. Или пускай они наносят маркировку, обязательно. И в дальнейшем ответственность они будут нести за свою продукцию сами. Персонал магазина, расположенный по улице Саида Чахкиева, от камеры скрывается. Но весь непромаркированный товар от объектива не спрячешь. Здесь и соленья, и варенье, и салаты, и мясо, и молоко неизвестного происхождения. Если речь идет о правах и непосредственно о безопасности самих потребителей, непонятно, почему они сами не требуют информацию о продукте. А потребители бако, йозыш халача, он чуалар хамидос, хамухоя, хан йозыш халара чуадикдон. Рейд сотрудников Роспотребнадзора носит лишь профилактический характер. Сегодня, как говорится, пронесло. При повторно зафиксированных нарушениях уже будут предприняты меры вплоть до лишения права предпринимательской деятельности. Есть у нас обращение с администрацией города Магаз, то, что граждане часто обращаются, что в продуктовых магазинах продаются товары сомнительного качества, очень часто попадаются. И мы сейчас в ходе этого рейдового мероприятия проводим разъяснительную работу с владельцами торговых точек, разъясняем им, что не допускается в реализации особенно пищевая продукция без соответствующей маркировки. В ходе этого мероприятия все эти требования мы им разъясняем, и в дальнейшем эти рейдовые профилактические мероприятия будут продолжаться.
Что касается нерадивых предпринимателей, на которых никак не действуют предупреждения и просьбы, в надзорном ведомстве уверены, ситуация изменится в лучшую сторону, когда их начнут бить по карману. Адам Мережков, Магомед Даскиев, Новости 24.